672 миллиона сомов. На такую сумму в страну завезено лекарственных препаратов и медицинских изделий только за последние 2 недели. В ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки. Правительственные органы борются со спекулянтами. Начаты первые досудебные мероприятия об основных направлениях деятельности правительства по борьбе с коронавирусом в репортаже Бекмамата Санбекулу. Обеспечение лекарствами остается одним из основных направлений работы правительства. Только за последние 14 дней в страну завезено 281 наименование лекарств на сумму в 489 миллионов сомов. По словам премьер-министра, правительством созданы максимально комфортные условия для ввоза медикаментов и медицинских изделий. Препараты завозятся автотранспортом и самолетами практически круглосуточно. Завоз нужных препаратов продолжается. Ведутся переговоры со странами-поставщиками лекарств. Обеспечен беспроблемный импорт. А регулярно прибывают грузовые рейсы с лекарствами на борту. Только минувшей ночью в страну заехало несколько грузовых автомобилей. Лекарства поставляются из разных стран, со всеми ведутся переговоры. Уже в ближайшие дни в страну прибудут крупные партии. С начала эпидемиологической ситуации было введено госрегулирование цен на препараты, используемые при лечении коронавируса. Также был запрещен их вывоз за рубеж. Несмотря на это, наблюдаются попытки спекуляции, что приводит к дефициту медикаментов. Правительство будет контролировать ценовую политику на необходимые сейчас лекарства. Об этом мы уже говорили с представителями фармацевтических компаний. Правоохранительные органы выявили склады, где хранились такие нужные препараты, как гепарин, анаферол, парацетамол и другие. Выявлено 27 фактов необоснованного завышения цен, незаконного импорта и перепродажи лекарств. По всем эпизодам ведется следствие. Мы все должны вместе бороться с теми, кто хочет заработать в условиях пандемии. Также за последние 2 недели в страну поступило медицинских изделий на сумму более чем 183 миллиона сомов. Сейчас особо актуальны кислородные концентраторы. С начала эпидемиологической ситуации к имеющимся 700 единицам поступило 1500 дополнительных. Таким образом, только у государства имеется 2200 кислородных концентраторов. Помимо этого, от частных предпринимателей поступило свыше 1000 аппаратов. Всего у нас более 3000. Завтра должно еще поступить 200 единиц. К 20 июля мы ожидаем поступления еще 400 аппаратов из Катара. Мы распределим их по районам. В каждом ФАПе будет по 2 кислородных концентратора. Что касается аппаратов ИВЛ, их у нас 572 единицы. Третий актуальный вопрос для правительства – создание запаса медицинских кадров. Большая часть практикующих медиков оказалась больна. В результате пришлось привлекать специалистов на контрактной основе и волонтеров. Все медики, находящиеся в отпусках, отозваны. Все делается с пониманием ситуации. Выплачиваются соответствующие надбавки и положенная заработная плата. Мы активно привлекаем и волонтерские движения. Помогают как желающие с медицинским образованием внутри страны, так и приезжают медики из-за рубежа. Из Москвы 72 медика, из Екатеринбурга прилетели 10 специалистов, из Новосибирска 12. Также из Турции при содействии посольства 15 июля прилетят 18 ординаторов. Вопрос распределения донорской помощи больше волнует общество. Как отметил премьер-министр, полагать, что поступившие средства пошли в карман чиновникам, неправильно. Отмечается, что донорские 600 миллионов долларов уже распределены. При этом куда средства будут направлены, обговаривается еще при заключении договора. Боронов пояснил, что за 6 месяцев потери бюджета составили почти 13 миллионов сомов. В этой связи большая сумма из поступивших средств ушла на поддержку бюджета, а именно выплату пенсий, пособий и зарплаты врачам, учителям и другим. Кроме того, он отметил, что 120 миллионов планируется выделить в виде льготного кредитования бизнесу.
На сегодняшний день на борьбу с коронавирусной инфекцией разными ведомствами было потрачено более 3 миллиардов сомов. Также сейчас есть заявки на 2 миллиарда сомов. Скоро эти средства тоже будут выделены. Минздраву на выплату компенсаций медработникам было выделено 488,3 миллиона сомов. Это помимо основной их зарплаты. Выплата компенсаций была начата в конце марта. Тогда было выделено 32 миллиона сомов. В апреле почти 130 миллионов. В мае и июне почти по 109 миллионов сомов. Также на закупку средств индивидуальной защиты необходимых вещей для медиков было выделено 1 миллиард 900 тысяч сомов. Также через ФОМС на выплату врачам было выделено 225 миллионов 600 тысяч сомов. На 300 тысяч были закуплены средства индивидуальной защиты. Также Министерству чрезвычайных ситуаций на обустройство обсервации было выделено 208 миллионов 900 тысяч сомов. Между тем, по мнению главы правительства, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает оставаться тяжелой. Так зарегистрировано 11 538 случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стал 151 человек. Внебольничная пневмония унесла жизни 497 кыргызстанцев. Бекмамат Асанбекулу, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.